Доброе утро всем, кто только что проснулся, а мы начинаем вещание в эфире национального телевидения Калмыкии. В студии Амуланга Джаданова, и я предлагаю не медлить и прямо сейчас сделать зарядку. В этом вам помогут наши фитнес-тренеры. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна. Сегодня я провожу зарядку. Повторяйте вместе с нами. Начните утро бодро. Итак, первое упражнение у нас будет на пресс. Встаем в планку. На прямые руки. У нас 4 точки опоры. 2 ладони, ноги, животик втянут. Тело находится в одной плоскости. И одной ножкой мы отшагиваем в сторону, возвращаем ее назад и тоже делаем другой ногой. Живот все время держим втянутым. И раз, 2, 3, 4. Еще. Раз, 2, 3, 4. Немножко можно упростить и опуститься на локти. То же самое. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Повторений нужно сделать 20. Следующее будет тоже планочка, называется высокая-низкая. Мы встаем на прямые руки и опускаемся на локти. Вверх, вниз. 2, 3, 4, 5. Животик держим. 6, 7. Еще 2. 8, 9. Хорошо. Следующее упражнение называется годичный мост на одной ноге. Ложимся на спинку, лопатки вместе. Лопатки вместе, лежим на спине, на лопатках. Руки вытянули вдоль коврика, вдоль тела. Закинули одну ногу на другую и поднимаем таз наверх. Подняли и опускаем вниз, не касаясь коврика. И делаем таких 20 движений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, теперь меняем ногу, закидываем другую. То же самое на второй ноге. 1, 2, пятку не поднимаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10 повторений. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, отлично. Теперь мы разворачиваемся на живот, ложимся, ноги положили прямые на полу, руки вытянули вперед, на весу держим. Опустили глаза в пол, подбородок вниз, голову не поднимаем. Заводим одну руку, касаемся ягодицы верхней точки. Вернули ее. То же самое делаем второй рукой. 1, 2, 3, 4. Шею не прогибаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Отлично, поднимаемся. И следующее упражнение будет выпад вперед-назад. Когда мы делаем выпад ногой, у нас угол и одной, и второй ноги должен быть 90 градусов, прямой угол. Сели, отталкиваемся пяткой, с пятки на носок. Поднялись и шагнули назад. То же самое. 1, 2, 3. Выполняйте 10 повторений каждой ногой. 4, 5. Назад. Хорошо, девочки. 6, 7, 8, спина прямая, 9 и 10. Хорошо. И то же самое делаем второй ногой. Шагаем вперед. 1. Назад. Вперед. Назад. Это 2. 3. 4. 5. 6. Терпим, девочки. 7. 8. 9. 10. Хорошо. Сейчас мы снова ложимся и сделаем упражнение на пресс. Ноги согнули, руки вместе, вытянули перед собой, ноги сделали шире, колени шире развели. И на выдохе поднимаемся наверх, округлили поясницу, округлили спинку. И на выдохе мы поднимаемся наверх. Выше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Девочки, все хорошо? Вот и все. Если вы сделаете такую зарядку, то проснется все ваше тело, и вы целый день будете порхать. Очень продуктивный день будет. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Я напоминаю, в эфире «Утро Калмыкии», и сегодня гость нашей студии Марина Цадырова, начальник отдела управления качеством общего образования, управления образования администрации города Элисты. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Анна, здравствуйте все. Марина, насколько я знаю, с прошлого года, вернее, да, с 1 апреля уже осуществляется прием документов для принятия в ряды первоклассников. Расскажите подробнее об этом новшестве. Как так получилось, что сместили вот эти сроки? Верно, Муланга. С 1 апреля этого года начнется запись в первые классы для наших первоклассников. Это новшество было введено в прошлом году. Ранее мы записывали детей с 1 февраля. Теперь дети придут в школу, дети 1 сентябрьские, которые будут будущие наши первоклассники, записаны будут с 1 апреля, и запись продлится до конца июня, до 30 июня текущего года. Затем с 6 июля смогут в школу записаться дети, не проживающие на закрепленной территории. То есть запись школьников пройдет в 2 этапа. Можно поподробнее о том, кто войдет вот именно в первый этап, а кто во второй этап? В первый этап войдут дети, проживающие на закрепленной территории. Надо сказать, что существует внеочередной прием, первоочередной и дети, обладающие преимущественным правом. Внеочередной прием имеют дети из семей сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации, судей и работников прокуратуры. Преимущественным правом обладают дети из семей военнослужащих, детей органов таможни, противопожарной службы, уголовно-исполнительного права и работников полиции. Если ранее прием осуществлялся с 1 февраля, то теперь уже с 1 апреля наверняка у родителей возникает вопрос, как вот успеть попасть именно в эти сроки. Не будет ли проблем с этим? Я думаю, проблем не будет. На сайте каждой школы ведется страница с информацией о том, сколько классов набирает данная школа, какие учителя, какая программа будет. И я думаю, что все школы в этом году успешно наберут своих первоклассников. У нас как раз-таки поступали несколько вопросов по поводу того, как вот происходит процедура принятия в первый класс, какие документы нужны. Можете рассказать об этом? Ну, самое главное, должны принести свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя с пропиской, документы, если ребенок обладает первоочередным, неочередным правом или преимуществом, то, соответственно, справки. Или это справки с места работы, или о том, что дети обучаются в данном учреждении. Еще, если я не ошибаюсь, то сейчас вот преимущество у детей, у которых братья и сестры, например, обучаются в одной школе, они также могут прийти обучаться в этой же школе. Да, дети из семей, чьи братья и сестры уже являются учениками данной школы, имеют преимущественное право. При этом надо учитывать, что дети могут быть, что называется, полнородными братьями и сестрами, также и неполнородными. Даже так. Скажите, пожалуйста, если родители, допустим, задаются вопросом, в какую школу определить ребенка, не опираясь вот на место жительства, возможно ли обучаться вот в школе, не привязанной к месту жительства? Возможно, но на свободные места они могут подать документы после 5 июля до 5 сентября. И если есть свободные места, то школа примет этого ребенка. А если не будет свободных мест, тогда нужно в той школе и в школе по месту проживания, они уже фактически, получается, не успели. Как быть? Тогда надо обратиться к нам в управление образования, мы подыщем школу. Но тогда надо понимать, что мы будем вынуждены искать любое свободное место по городу. Сейчас еще родители более, вот, скажем так, вплотную занимаются ребенком и выбирают для них лучшего учителя, лучший класс, лучший коллектив и так далее. Скажите, есть ли какие-то возрастные ограничения у учителей, допустим? Какой учитель? Нет, возрастных ограничений по закону нет. Учитель работает в школе и набирает классы столько, сколько он сможет, по здоровью, по состоянию здоровья, его профессиональной пригодности. Но я думаю, что наши педагоги никогда не подводили и не подведут, и поэтому родители должны быть спокойны. Все учителя будут на местах и будут выполнять свой профессиональный долг. А такой же вопрос относительно детей. Какой возрастной ценз должен быть вот именно среди детей? 6,5-8? 6,5 лет – это самый ранний возраст приема, и до 8. Если ребенок раньше готов к школе или наоборот его возраст уже превышен, тогда с разрешения управления образования нужно обратиться к нам. Еще были какие-то дополнительные меры, дополнительные моменты, на которые стоит обратить внимание вот нашим родителям? Ну, я думаю, готовность ребенка определяется не только умением читать и писать, это психологическая готовность должна быть. Ребенок должен и уметь работать в команде, и слушать задания учителя, уметь 40 минут заниматься определенным делом, уметь дружить, уметь общаться. Это тоже очень важно. Еще один момент. Я слышала, что, допустим, дети, которые не умеют читать, они не смогут, скажем так, поступить в первый класс. В приоритете те, кто умеет читать, умеет как-то хотя бы частично знает алфавит, пишет немного. Ну, конечно, таким детям, наверное, будет немного легче, но нет обязательного такого критерия уметь читать или писать. Нет, этому научит учитель. Ну и, наверное, еще пару вопросов. Я думаю, мы на этом завершим. Как вот подготовиться родителям, как пережить, скажем так, стресс для наших вот телезрителей, которые готовятся пойти в первый класс? Не нужно переживать. Ребенок справится. Программа рассчитана на то, чтобы с ней справился 7-летний ребенок.
И примерные данные уже есть, сколько первоклассников поступит в этом году и по сравнению, допустим, с прошлым, возрастет это количество или же нет? Каждый год мы ожидаем увеличения первоклассников, и оно так и показывает, что количество первоклассников постепенно у нас идет на увеличение. В прошлом году их было 1800. Ну, где-то примерно такая цифра и будет. И самый главный, наверное, вопрос, где найти подробную информацию, с кем ознакомиться и вот куда прийти, чтобы... На сайтах каждой школы есть подробная информация. На сайте управления, ну и вообще в интернете. Ну что ж, спасибо, Марина. Я думаю, на этом наше интервью можно завершить. Я думаю, мы ответили на достаточное количество вопросов, которые возникают у мам малышей, 5-леток, 6-леток. Если, конечно, они поступают, мы будем рады. Я думаю, Марина также ответит нам на эти вопросы. А сейчас у вас есть возможность пожелать всем нашим телезрителям доброго утра. Дорогие телезрители, доброе утро. Желаем всем хорошего дня. Сейчас самое время подкрепиться, а если вы не знаете, что приготовить на завтрак, то наша следующая рубрика специально для вас. Мы поделимся самыми вкусными и несложными рецептами. Внимание на экран! Всем привет! Меня зовут Алтын Гирел, и сегодня мы будем с вами готовить французские тосты. Для приготовления тостов нам понадобится французский хлеб, 3 яйца, молоко, корица, сахар, сливочное масло. И будем делать сироп из клубники. Для этого нам понадобится сама клубника, сливочное масло и сахар. Мы разбили 3 яйца. Сейчас мы их взбиваем и добавим сахар. Сначала взбиваем яйца. Сейчас добавим сахар. Так, я добавляю прям побольше. Я добавила 6 чайных ложек сахара. Теперь добавим корицу. Помните наши любимые гренки с детства? Яйцо и что там, молоко и сахар. А это такая версия французская. Обязательно должно быть присутствие корицы и цедра апельсина. Берем апельсин. Нам понадобится от апельсина только цедра, кожица. Натираем на терке. Мы добавили цедру, теперь мы ее перемешиваем. Аромат апельсина на всю кухню, волшебный. Так, и добавим молока. Молоко у нас здесь 300 мл, я думаю 250 мл будет достаточно. Но все зависит от того, сколько вы будете делать тостов. Если много, то побольше. Перемешиваем. Все. Сейчас мы будем разрезать наш хлеб на ломтики. Сейчас покажу, какой толщины должны быть наши кусочки. Ну, думаю, примерно вот так. Так, где-то 3 сантиметра. На самом деле можно какими угодно кусочками резать, лишь бы вам было вкусно, красиво. Мы разрезали наш хлеб и на разогретую сковороду добавим сливочного масла. Масло мы убираем. Берем нашу красивую смесь и обмакиваем каждый кусочек смеси. Так, можно это сделать вот так. Выкладываем. Ой, как вкусно пахнет корицей.
Выкладываем, обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Обжарили наши тосты с обеих сторон до золотистой корочки и выкладываем на тарелку. Ну что, наши гренки готовы, и теперь мы будем готовить сироп. Для сиропа нам понадобится клубника, и клубнику мы будем сейчас разрезать вдоль. Вот таким образом. Можно даже вот так. Для приготовления сиропа нам понадобится сотейник, сливочное масло, сахар и клубника. Вы можете использовать также тростниковый сахар. Добавим сливочное масло, растопим его. Пламя нужно немножечко уменьшить на медленном огне. Будем готовить на медленном огне. Сейчас растопим масло. Добавим сахар. И быстренько перемешиваем, чтобы сахар не пригорел. Растопили сливочное масло, добавили сахар и теперь добавляем клубнику. После того, как добавили клубнику, можно немножечко пламя увеличить. Пусть это будет средний огонь. И все хорошенько перемешиваем. Постепенно наш сироп приобретает цвет. Вот такой красивый получается сироп. И до какого момента мы это все готовим, сейчас скажу. Клубника у нас не должна разваливаться. Мы, главное, растопили с вами сахар. И клубничка должна стать такой карамелизированной. И можно будет выключать и подавать на стол. Добавляем клубнику к нашим гренкам. И посмотрите, какое красивое блюдо у нас с вами получилось. Ваши домашние будут в восторге. Всем приятного аппетита! А мы завершаем наш утренний эфир. Я желаю вам пребывать в добром здравии и отличном настроении. Пусть все задуманное сбывается. Пока-пока.